В Якутске идет капитальный ремонт проспекта Ленина. По очереди будут перекрываться 4 участка дороги до конца года. Запланировано снятие старого покрытия, переподключение коммуникаций, а также предусмотрена замена грунта на глубине до 2 метров. Интересный факт, что во время снятия грунта на дороге у театра оперы и балета были обнаружены захоронения. Сейчас здесь работают ученые. Давайте разберемся, как происходит ремонт и какие технологии применяются и чего нам ожидать в будущем. Ранее в рубрике «Прогулка» представитель администрации Якутска Василий Амбросов сообщил, что в холодное время ведутся не укладочные, а подготовительные работы. Там не укладка асфальта идет, там идет сначала подготовительные работы внутренней части дорожного полотна. Как мы знаем, в этом году летом уже водоканал приступил к своим зачистке канализационных коллекторов, которые расположены под проспектом Ленина. Ну и сейчас уже очередь дорожников, уже начинают дорожное полотно, внутреннюю часть. Ну не нарушает ли это каких-то технических регламентов? Нет, это абсолютно не нарушает ничего. По его словам, сейчас ремонт дорог проходит в тесной связке с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы не было как в прошлых годах. Допустим, если отдельно работает асфальтоукладчик, отдельно работает и газовики, и водоканал, но это после укладки асфальта уже надо будет ломать асфальт. Чтобы этого не было, сначала мы хотим, чтобы все ресурсоснабжающие организации закончили свою работу на данном участке, а потом уже положить туда асфальтовое покрытие, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Дополнительно скажу, что 30 июня этого года решением Якутской городской думы приняты правила благоустройства, согласно которого новый асфальт не должен быть тронут в течение 5 лет. И в этой связи в план работ следующего года заложены такие улицы, как Билибина, Ильминская, Винокурова, Бабушкина, Ачиченко. Работа именно идет в том направлении, чтобы сначала сделать всю газификацию и остальную часть, которая под дорогой, а потом уже положить асфальт. Да, создается, конечно, неудобства, но все эти задачи, цели, они в конечном результате должны привести к тому, что положили асфальт и живем спокойно. Так какие же технологии применяются при ремонте и что нас ждет в будущем? Об этом мы спросили у застройщика. Капитальный ремонт проспекта Ленина предусматривает 2 этапа строительства. Каждый из этапов разбит на участки. Вот, допустим, в первом этапе мы производим капитальный ремонт на участке от улицы Кулаковского до улицы Дзержинского. Первый этап у нас задействован на 2 года, разбит на 2 года. Это 21 год, 22 год. В 21 году мы делаем работы по устройству земляного полотна. Вот сейчас мы видим как раз-таки на участке от улицы Кулаковского до улицы Петровского производят устройство первого слоя основания. Это у нас песок в пропорции с цементом для стабилизации основания применен. Технология широко применима, как бы не нова. Показало времени. Да, показало временем, ага. Ну, далее будем производить укладку синтетических материалов, армирующих, теплоизоляционных материалов. Также все для стабилизации этого основания. Во второй этап строительства входят участки уже от улицы Красноярова до улицы Кулаковского и от улицы Хабарова до улицы Дзержинского. Конструкция дорожной одежды у нас переменная, в среднем это 1,5 метра. Конструкция там включает в себя, получается, стабилизационные слои, ЩПС, щебеночно-песчаная смесь, щебень, щебеночная смесь. Двухслойное асфальтобетонное покрытие будет применено, это 12,5 сантиметров. На верхнем слое покрытия, кстати, у нас использован высокопрочный щебень из изверженных пород. Он будет у нас привезен с города Алдан. Так как в черте города у нас только известняковый щебень имеется. Он менее прочный. Это нам даст более высокий срок службы дорожного полотна. Скажите, пожалуйста, кроме археологии, какие-то интересные открытия, может быть, что-то интересное было найдено? И вообще, как ведутся работы совместно с коммунальными службами? Как мы сейчас видим, ведется работа совместно с водоканалом по реконструкции канализационного коллектора
номер 1. Восстанавливаем участок. Ну, в принципе, все. Так, нового такого прям ничего нету. А сколько техники задействовано, людей? Ну, вот сейчас порядка 20 единиц самосвальной техники задействовано. От 3 до 4 экскаваторов задействовано на разработку грунта, на демонтажные работы. Также у нас есть здесь катки уплотнительные, бульдозера. Что в итоге мы получим? Это что-то прям крутое, походу, будет, потому что первый раз вижу центр города в таком вот состоянии. Ну, будет полностью переустроено асфальтобетонное покрытие дорожное. Соответственно, на всем протяжении будет устроено новое основание. Это, опять же, увеличит срок службы дорожного полотна. Ну, исключит просадки, выпучивание грунтов. Вот. Получим от фасада до фасада здания полностью тротуарное покрытие площадки. Тротуар будет исполнен из гранитной плитки. Также площадные некоторые объекты затронем. Полностью тоже будем устраивать их в граните. Бордюрный камень, дорожный бордюрный камень у нас будет гранитный. Озеленение также применяем. Велодорожки здесь будут там в среднем шириной до 2 метров. Полностью линии наружного освещения, вот, которые мы сейчас видим, сейчас кабельная продукция проходит по опорам освещения. Вот в рамках капитального ремонта осуществляется программа «Чистое небо». И вся кабельная продукция будет погружена под землю. Ну, она пройдет в кабельных канализациях.